Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. В начале главных тем. Экология и безопасность. Было принято решение построить здесь берегоукрепление. Власти региона начали работы по защите от паводков. Какие меры уже принимаются, смотрите в нашем выпуске. Вклад в чистый город. Люди стараются сделать все на высоком уровне, чтобы действительно было приятно жить, гулять и отдыхать. Во всех районах столицы проходят масштабные субботники. Золото полей. После сбора комбайнами рапса на таких КАМАЗах его будут перевозить в селение Заканьёрт. Аграрии республики приступили к сбору рапса. Как проходит уборка урожая, узнаем у нашего корреспондента. Председатель правительства региона Магомед Даудов обсудил с министром финансов России социально-экономическое развитие Чеченской Республики. В ходе рабочей встречи с Антоном Силуановым обсудили ключевые вопросы развития субъекта. Стороны рассмотрели планы исполнения бюджета, социально-экономические показатели, перспективные инновационные проекты на общую сумму 136,8 миллиардов рублей, которые позволят создать свыше 5000 новых рабочих мест. В разговоре с министром Магомед Даудов подчеркнул, что достижения региона стали возможны благодаря руководству главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и поддержке федерального центра. Все рассмотренные инициативы получили одобрение Министерства финансов. Мэр столицы проинспектировал строительство нового правительственного комплекса в Грозном. Хасмагомед Кадыров осмотрел объект и ознакомился с текущим этапом работ. После сдачи здания станет одним из самых примечательных в городе, органично вписавшись в его архитектурный облик. Также он проверил ход возведения расположенного рядом Конгресс-холла. Объект включает в себя большой и малый залы, вмещающие до 5000 человек, а также масштабную подземную инфраструктуру. В администрации Веденского района состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития муниципалитета за первое полугодие. Район демонстрирует значительный рост по всем направлениям. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для жителей. Репортаж Турпалали Тайсумова. В ходе встречи официальные лица и сотрудники администрации Веденского района подвели итоги социально-экономического развития муниципалитета за первое полугодие 2025 года. Куратор 11-го сектора Данилбек Абдулазизов рассказал о значительном росте уровня качества жизни в населенных пунктах. Кругом чистота и порядок на дорогах, которые не могут не радовать. Каждый раз прямой эфир, наха, удалты, модуты, прямой связь с народом. Из Мичмича хулшум штаты шундачи тана, вахе на целый мах, целый район. На халаварлоток непосредственно нахе прямой эфир, а вопрос на туш ваггалом только да, но вы долг штат сундели, да мала, вы имам берет ушнишну хадошту, аматали да Глава администрации Веденского муниципального района Турпалали Абдулазизов в своем докладе рассказал о ряде достигнутых успехах. В муниципалитете возводятся мечети, прокладываются дополнительные коммуникации, строятся дороги, а также многоквартирные дома. Кроме того, отметил, что остро нуждающимся также предоставляется жилье от фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Хотел бы подчеркнуть, что одним из ключевых факторов, способствующих развитию Веденского района, является неоценимая поддержка региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Героя России Далгазу Обалдойцун. Эта поддержка включает в себя финансовую помощь, предоставление продуктов питания, а также проведение ремонтных и строительных работ социально значимых объектов. Кроме того, фонд активно участвует в строительстве жилых домов для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Депутат парламента региона Арбит Джафаров в своем обращении рассказал о значимости проводимой работы. По его словам, все нужно делать со взаимопониманием и, главное, уважением друг к другу.
ودا معبورش بو برت خلال ووشي داش خلال ووشي حه خلال إدوين ويشتن كون عشقين دريق وين دا نستنا تحقيقه ما أدو شريعته وهو دين يوسف عليه الصلاة والسلام وبوشي حديثه وين نجح سن وين تكبر بين هالوستجن شكر توا خوش دا صح وهمش ووشي شكر دا خور دا بركة على دويز من لم يشكر الناس لم يشكر الله ناخن شكر على صحوش الوستجن دا لا شكر إيداتبا إذا ووشي تدم بيشغل ديشتو. Такую же точку зрения выдвинул депутат законодательного органа Магомед Хамбиев. Он поблагодарил присутствующих за труд в решении общих задач. Сам является почетным гражданином района, поэтому для него особенно приятная встреча. ويخيتو خلدات تندر ديرز خل أول أس شون مسرنا وقلبت دينك هو بيسنش مسرقي ديرز خل شون تدخل كنديقش وات كمان ديو كمان دخلتي تا أستحوت تندل أدم شو قي وأكتوح بوت دو أرها بولشة ديخش بولناخ مسو. Безопасность и охрана правопорядка также имеет весомое значение. И благодаря слаженной работе проблем в этой области не ощущается, рассказал начальник ОМВД России по Веденскому району Абубакар Баршигов. В зале находились главы сельских поселений, имамы и другие гости. Все они также выразили признательность за постоянное внимание в решении различных вопросов, в частности, в ходе прямых телевизионных эфиров и в социальных сетях. Веденский район идет в ногу со временем, как и другие муниципалитеты. Здесь продолжаются многочисленные строительства и, как следствие, открытия. Благодаря тесному контакту с населением эффективно решаются отдельные вопросы жителей. Турпал Лолита Исумов и Магомед Басаев. Вести. Чеченская Республика. Власти республики приступили к реализации противопаводковых мероприятий. Укрепляются берега рек, расчищаются русла и устанавливаются сооружения. Особое внимание уделяется населенным пунктам, так как они наиболее подвержены подтоплениям. Как современные инженерные решения помогают сохранить береговую линию, узнаем у Лимды Жамалдиновой. На этом месте завершена масштабная очистка Сунжинского водохранилища. Со дна подняли свыше 500 000 тонн иловых и донных отложений. Это не только восстановило водоем, но и позволит в дальнейшем создать новую благоустроенную зону отдыха. Этот объект был сдан еще в прошлом году. Сегодня здесь, как видите, все так красиво. В дальнейшем мэрия города планирует здесь построить условия для отдыха. Сразу два наиболее подверженных подтоплениям участка на берегу реки Мартанга в селе Алханюр тоже получили защиту. Здесь построена грунтовая дамба с железобетонным укреплением. Здесь ситуация была очень сложная. По многочисленным обращениям и главе республики Герой России Рамзану Ахматовичу, и по обращениям районную администрацию было принято решение построить здесь берегоукрепление. Продолжительность берегоукрепления 2800 метров. В связи с чем защищено население более 900 человек и 220 домов. В Ачхой-Мартане укреплен самый уязвимый участок берега реки Фортанга длиной почти 1,5 километра. Новая дамба защищает дома, социальные объекты и инфраструктуру от разрушительных паводков. Стоимость проекта составила 340 миллионов рублей. Эти меры позволили защитить от затопления более 220 жилых домов в этом городе и соседнем Алханюрте. Работы стали частью национального проекта «Экология». Участок разнесен, что опасный участок, на жаловаться даже, что обращение сейчас участок администрации.
обращение инженер, огород, частный сектор, постоянно проблемный вопрос, душе бож. Так поручение цени, Харбуалда Болина, 1400 метров уже чекала, из 4 этапов, этап уже иньялю, так суона, мехтена, бархалдеры, скул алуарда, хайцарах масера, царах, тона худох куколада, мелячуна деры, скулин. А на реке Шалаже с опережением графика идет строительство берегоукреплений. На сегодняшний день уже завершены работы на 2 участках общей протяженностью более 200-200 метров. Во время ливня вода размывает берег, что со временем разрушает почву и меняет русло. Укрепление нужно для защиты природы и близлежащих объектов от разрушения. Масштабная реализация федеральных экологических проектов продолжается во всех районах Чеченской Республики. Благодаря поддержке Росводресурсов регион получает не только берегоукрепительные сооружения и обновленные водохранилища, но и гарантии безопасности для тысяч жителей. Подведя итоги сегодняшнего дня по выезду по объектам, хотел бы поблагодарить руководство Росводресурса, в лице Дмитрия Михайловича Крилова и весь его коллектив от имени, прежде всего, от главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, от себя лично и от жителей республики. Масштабные экологические проекты, реализуемые в регионе при поддержке Росводресурсов, это системная работа, направленная на защиту людей и восстановление природы. В дальнейшем в планах новые участки, современные технологии и сохранение главного ресурса – чистой воды для будущих поколений. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В отделении Пенсионного фонда состоялось мероприятие, посвященное мерам социальной поддержки семей участников СВО. Особое внимание уделили детям. Фонд давно уже поддерживает семьи тех, кто защищает страну, оказывая им посильную поддержку и доступную помощь. Рабиат Гайтиева подробнее. Еще один праздник, еще одна возможность сказать спасибо семьям военнослужащих. Проводя мероприятие, внимание традиционно уделили детям-участникам специальной военной операции. Для них, как и во все другие памятные даты года, организовали настоящий праздник с вручением подарков. Для нас очень важно не просто оформить меры поддержки, но и всегда быть рядом в человеческом смысле, словом, вниманием и поддержкой. Семья – это опора общества, и мы стараемся поддерживать не только словами, но и делами. Отец Хадиши Матрашевой по зову сердца отправился на спецоперацию, чтобы защитить жителей Донбасса и духовные ценности. В очередном боестолкновении с нацистами получил тяжелые ранения, от которых скончался. Его семья, несмотря на утрату, не осталась наедине со своим горем. Государство в лице социального фонда оказывает семье героя всестороннюю помощь. Имасухum асан английский метан математика делворду. Чтобы помощь была не только символичной, но и практичной, в учреждении уже долгое время работает отдельное окно для семей военнослужащих. Здесь решают вопросы оперативно, без ожидания в общей очереди. Мы всегда готовы помочь участникам СВО и членам их семей, ответить на все интересующиеся вопросы, а также решить все вопросы и сделать все, что в наших силах. Клиентская служба социального фонда создает максимально комфортные условия для своих посетителей. Современные залы ожидания, консультационные стойки. Каждый элемент здесь продуман для удобства граждан. Для своих посетителей клиентская служба обустроила детский уголок. Здесь дети могут поиграться играми, дожидая своих родителей. Праздник закончился, но работа по поддержке семей бойцов продолжается каждый день. Рабиат Гайтиева, Джабраил Хаджиев, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В рамках мероприятия, посвященного году Грозного и созданию нового района имени Владимира Путина, в столице республики продолжаются масштабные субботники с участием всех органов власти. Каждое ведомство отвечает за свой участок. Такой подход дает максимальный результат. Подобное мероприятие не только улучшает экологическую обстановку, но и способствует формированию комфортной городской среды. За процессом наблюдала моя коллега Лейла Муртазова. Вопрос чистоты городских территорий остается актуальным. В Исаитовском районе Грозного продолжаются субботники сразу в нескольких точках. Сотрудники министерств и ведомств заняты уборкой на закрепленных за собой участках. Работы ведутся до укладки асфальта.
Экологическая акция была запущена по инициативе Рамзана Кадырова и приурочена к году Грозного и нового района имени Владимира Путина. В рамках нее участники субботника очищают дворы, парки, скверы и осуществляют фасадные работы домов. По словам Хасана, который тоже является частью этого общего дела, уборка ведется с применением современной техники и соблюдением всех стандартов. Местные жители довольны и благодарны. Свечтесна оголена проводашек, но он загитос кутос ок агент харкер харюди. Шайбо белхспес бухарбел. Сар алхумдас садна тайп дерис кисар масана бакетенсана. Дешана ош алхумдас вабелошн хастаспел бокс. Все работы в рамках субботников находятся под личным контролем мэра Грозного Хасмагомеда Кадырова. На каждой территории уборка ведется на результат, благодаря чему преображаются целые кварталы. К делу участники подходят с большой ответственностью. Субботник – это не формальность. Люди стараются сделать все на высоком уровне, чтобы действительно было приятно жить, гулять и отдыхать. Отметим, что с началом экологической акции в столице было прикрашено более 400 жилых домов, отремонтировано более 1200 подъездов и приведено порядок свыше 250 детских площадок. На этом темпы не сбавляются и будут продолжать создавать чистое и комфортное пространство. Лейла Муртазова, Магомед Бараханов, Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. Аграрии республики завершают уборочную кампанию рапса. По предварительным оценкам, урожайность превышает прошлогодние показатели. Благодаря современным технологиям и господдержке фермеры получили высокий урожай ценной масличной культуры. Золотых полей наш корреспондент Магомед Азиев. Комбайны не останавливаются ни на миг. За последнее время урожайность в республике несет значительный прогресс. В этом году уборочная площадь озимого рапса составляет 1258 гектаров, 230 из которых уже задействованы в работе. На первом участке сбор ведется с самого утра. Вот это у нас аппарат измерения влажности любых семян, пшеницы, рапса, подсолнечника. Ставится программа, замеряется влажность. Соответственно, по влажности уборку делаем. Влажность не должна превышать 12-13%. После уборки семена рапса требуют сушки и очистки, а также соблюдения определенных мер хранения. Их используют для производства масла, которое находит широкое применение в кулинарии, медицине, косметологии и промышленности. Даже жмых, что остается после извлечения масла, становится ценной прикормкой для скота. После сбора комбайнами рапса на таких КАМАЗах его будут перевозить в селение Законьорт, где уже на специализированном предприятии будет проводиться обработка колосьев. Для такой работы используется крупногабаритная техника по типу комбайнов и КАМАЗов, из чего следует, что речь идет о сборе не 2 или 3 центнерах. В общем количестве урожайность с каждого гектара получается около 2 тонн масличной культуры. И дабы завершить работу в срок, иногда требуется даже прицеп на машины для переправы большего количества за один раз. Сбор продлится до конца месяца, а впереди предстоит обработка полей и подготовка к следующему аграрному сезону. Магомед Азиев, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В высокогорном селении Кокодой Тумкалинского района появится современная смотровая площадка. Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и направлен на развитие туристической инфраструктуры и повышение качества жизни жителей. Новая смотровая площадка будет представлять собой комфортную зону отдыха, оборудованную всем необходимым для приятного времяпрепровождения. С нее откроется захватывающий вид на величественные горные пейзажи, которыми богат муниципалитет. Мы обсудили с жителями села и решили очень красивое место, где стоило бы поставить именно смотровую площадку не только для жителей данного сельского поселения, но и для туристов, так как эта смотровая площадка находится по федеральной трассе, по пути следования Грозный-Ведучий. И уже сегодня буквально мы наблюдаем, как туристы останавливаются, интересуются, уже спрашивают, когда мы будем завершать эту площадку. Там и предусмотрены и качели для детей, и вид там очень красивый. То есть все мы знаем, что наши туристы, практически все любят фотографироваться, поэтому это очень красивое место, и мы решили его благоустроить.
В республиканском комплексе образования «Квант» успешно завершила работу одна из самых масштабных летних образовательных площадок, собравшая более 300 одаренных детей. Она стала уникальной возможностью для ребят проявить себя. Подробнее расскажет Турпал Исумов. Одна из самых масштабных летних площадок для школьников завершилась на базе республиканского комплекса общего и дополнительного образования «Квант». Специально для юных учащихся занятия проводили сразу несколько структур. Центр выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат», творческое развитие «Сфера», цифровое образование IT-Куб, детский технопарк «Кванториум». Ребенок, который даже впервые пришел на летнюю площадку, он в будущем где-то будет участвовать в наших таких программах, обучаться. Этот ребенок может достигнуть больших горизонтов на всероссийских и других конкурсах. Поэтому насколько эта работа плодотворна и насколько эта работа необходима, может знать человек, который действительно наблюдает за своим ребенком как родитель. Насколько это продуктивно и насколько ребенку это интересно, может знать наставник, который действительно работает с ребенком. В рамках закрытия прошло торжественное мероприятие, где юные таланты показали свое творческое мастерство. За время занятий они научились интеллектуальным и художественным навыкам. В этом году участниками смены стали около 300 детей. Преподаватели рассказывают, что их цель – помочь ребятам найти свое призвание. По большей части у нас проходят практические занятия, лабораторные занятия. Мы можем, допустим, выйти на пустошь куда-то, да, то есть экспедиции какие-то проводить. В целом вот так. В основном мы занимаемся всероссийской школьной олимпиадой и в целом работаем по этому направлению. Вот летние смены весьма интересные мероприятия, скажем так, образовательные, в силу того, что у нас определенная часть это получается образовательная деятельность, а вторая часть это больше воспитательная, такая игровой форме у нас проходит летние смены, чтобы интегрировать и обучение, и досуг. С детьми младшей категории также работают опытные наставники. Для их групп предусмотрены свои направления развития. Это лепка, рисование, музыка и так далее. Музыкальный слух, ритмический слух детям очень нравится, так как наряду с обычными занятиями дети принимают участие в концертах, в различных мероприятиях, от республиканских, городских до региональных и всероссийских, даже международных. Как нам рассказали ученики, приобретать новые знания для них не только полезно, но и очень весело. Я нашла очень много друзей и даже сочинила рассказ о первой смене. Здесь собирают роботов, рисуют, шьют, поют и играют на инструментах. Изучают компьютеры, учат арабский язык и шахматы. Все это полезно для нашего развития и познания. Занятия проходили в течение 3 недель. Завершилось все концертом, в ходе которого были вручены соответствующие сертификаты. Стоит отметить, что летняя смена проходила здесь не первый год. Интенсивное обучение могут получить дети от 6 до 17 лет. Все занятия проходят на бесплатной основе. Это еще один плюс родителям. Турпал Исумов и Алисхан Кацулов. Вести. Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.